Значит, на мой взгляд, есть субъективные причины, есть объективные. Значит, субъективные у нас в государстве, в Республике Молдова, система водоснабжения и водоотведения отдана местным органам власти. То есть государство, в принципе, абстрагировалось от этой проблемы. Вам кажется, это правильно? Это глубокая тема, и можно поспорить, правильно это или неправильно. Мы говорим о том, что есть на самом деле. И местные органы власти фактически в одиночку занимаются этой проблемой. И самое главное, что тарифы на водоснабжение и водоотведение утверждают местные советы. Вы знаете, что когда человека избирают люди, ему довольно сложно голосовать за повышение тарифов, потому что он фактически волю народа привносит во власть. Поэтому иногда тарифы искусственно не занижаются, не повышаются, и, соответственно, предприятия набирают, генерируют убытки и, соответственно, не может выполнять свою функцию. Это субъективная причина. Вторая причина, она более глубокая, она объективная, что все-таки после того, как великая страна распалась, вот почему-то в те времена системе водоотведения, системе водоснабжения небольшое внимание уделялось, и фактически инфраструктура сетей, не только муниципальное предприятие Суканал, я думаю, такая же ситуация в других секторах и районах Республики Молдова, изношенная и изначально. Поэтому эта отрасль требует очень больших капиталовложений. Благодаря турецкому проекту стоимостью 15 миллионов долларов в Камрате система водоснабжения создана, которую мы сейчас имеем. Но 15 миллионов долларов – это фантастическая сумма для местных органов власти и неподъемная ни для Камрата, ни для Гагаузии, да, и для нашей Республики Молдова в целом. Поэтому для того, чтобы примар сказал, что важная проблема – это то, что сверхплановые потери, но второе – нужны капиталовложения. Их невозможно осуществить за счет тарифа, потому что люди бедствуют и не смогут оплачивать еще и инвестиции